У нас кто сейчас? Ксюша? Нет, Алексей был. Ксюша, да? Мгм. Мгм. А, такес нунале вожодыр шудеса тырмыт щерекямынове рашкимы. Мгм. Тут, получается, играя в вожодыр, смеялись. Ну, Да, можно тогда выкрутиться. Какие-то еще варианты в процессе игры, как бы основному действию, параллельное действие, как мы можем передать? с помощью са, вроде бы, Ну, ты говоришь. сан, да, это как, каким образом. Еще есть у нас такие, где причастие. Смотрите, шудон ямы, помните, у нас было, и это есть в тексте, который мы с вами будем сейчас разбирать, то есть в процессе чего-либо. Вожодырен шудон ямы, ну, северное произношение будет шудон нямы, да, вот у меня дома произносят как шудон нямы, или шудон куспын, как бы между игрой, то есть в игре, во время игры, шудыкумы. Шудыкумы это будет означать во время игры. Вожадрен шудыса. Вот если ты скажешь шудыса, это будет скорее вот мной восприниматься как сыграв вожодыр, не сам, не параллельность столько, да, а сколько сыграв, вот я бы так сказала. Мгм. Потому что обычно суффикс «са» переводится тем же временем, как и основной глагол. А у нас суббота уже прошла, Мгм. поэтому как бы оттенок прошедшего времени от него не, ну, то есть прошедшее время от него не избавишься. Ширик-ямы или горимы, есть еще такой глагол, горыны, это прям го-го-го, вот так сильно смеяться. Вот, умой. Шудоньямы с северный вариант. Горыны, Шудоньямы. шудон ямы, ну, шаркан тоже ожи верачки, шудон ямы. Шудон ямы, вот это произношение со Вообще севера. первый раз кылычко счекылась. Сколько Шудоньямы. тебе открытий чудных предстоит еще. Так, Людмила, ну, и тишки сбор дамы, да, Людмила, вы татына? Да, всем привет. Всем Джеджбур. джеджбур. Джеджбурей. Вайндовый джеджбур, ага. Так, сокути тинта предложение с тиледвы шуре, танита предложение, бер кто де? Мон? Бен, Нет, я еще вхожу. а ярам. Так, кин миля мыджи звал? Ксюша, Алексей, А Куризмона? кудись тон Алексей свизолёж. Тае Аджиса с Джужа. Ой, Салдан Катыс Джужа. Коты с джожамиз или коты с, если в настоящем, Это настоящее время. куректе. Джожома нету такого. Джожоме, джожомиз. Тая джиса сон коты с куректе. Коты с куректе. Коты с джожоме. А Да. Джужана выморокал? Джожоме. Джожоме вань. Джожомыны. Джужаны огорчится. А Джожомыны. Огорчиться. Ну, может, ты погано живерачко, но вот у нас чаще все-таки коты с куректе. Угу. Все, Вань, предложение с мыберизы, соку, ну, учкишко. если про наш горит, то у нас вообще не говорят, что живот горюет. Просто Тая Аджиса со Джужа. Джожома Джожа, или Джужа Джожома. джожоме, может? Или Джожоми. Или... То есть вообще Джожоме. живот слова нет. Ага, ага. Мой. Так, мыничком тексторы, текст борды выжичком. Марк, ты тоже тацу выйды, да? Гажаное шьёс монтатын. Умой, сокути куцкеле, пожалуйста. Бен. Пань-пань, потем нянь. Угу. Бен, Василий Садовникович, пань-пань, котомнянь. Да. Окпол монемимие ващукна иксай катиз ношуэ.
Васимон Лутвеле туж дыртичко, соинит, тонне юрт катерин, тон бергалот. Он укбыгат шины туртичковал, но мими нож ужатеку дышишуя. Мгм. Марбен мими лечто ношучко. Нянь пыш, скал кыскы, куняэс бакчае газия, Гозия. арьян, Мгм. газия, арьян, шубка, чипосты чуд. Шодик предложение и собери бергтом. Мгм. Мими так ильясы збере, мими так ильясы збере, дича шкизно, лут велика шкиз. Кошкиз. Окадь. Да. Кошкиз. Окадь, да, все, да. Бен. Бергтичко. Да, ну, однажды мама рано утром, только встав или проснувшись, сказала: Вася, я очень тороплюсь на поле, поэтому ты сейчас, если буквально вокруг дома покрутись, то есть что-то по дому Ага. работу сделай. Ващук Я на так, сайкатис. Давайте еще вернемся к предыдущему. Сайкатыны. Что это? Сардан Сайка, что это значит? Да, сардан сайка – это Да, просыпаться. Да. просыпается, да. Но сайкатыны, буковка Т. Разбудив. Вот Да, оно то в есть чем, не да. мама проснулась, а она Мама, разбудив разбудила. меня, да. Да. Разбудив меня с утра, значит, да, сказала, да. Мгм. Вот. Ну да. Юткотеренберганы – это устойчивое выражение, буквально, да, переводится как «крутиться вокруг дома». Покрутись вокруг дома, Да, да. но то это есть что означает? Сделай домашнюю работу. Да. Вот у нас на севере еще могут сказать, не знаю, как у Людмилы говорят, пораны, порашкны, А готовить. это же дальше будет в тексте. Да. Да, это дальше в конце грустный финал, так сказать, когда мама вернулась. Это Юрткотеренберганы, это более южный вариант, и сегодня у нас на первом уроке как раз Людмила было такое выражение. Ага, так. Да. Значит, я не могу, хотелось сказать, но, значит, мама сказала, что вот здесь, что без работы не получится, как-то так. Ага, смотрите, Да. ну, да, я буду немножко придираться к переводу, Да, ну, в смысле, да, конкретизировать. Туртыны – это пытаться, не Да. хотеть, а пытаться, да, если быть более Я точным. пытался сказать, пытаюсь сказать, я не могу, но, значит, мама, да, уже теку дыши сказала, что без работы не Не получится. работая, здесь не уштек, а ужатек, не работает, тут где не причастие, работает. да. Не привыкнешь, дышины, Не привыкать. да. Туртышковал, да, это у нас сложная форма прошедшего времени, стремился, пытался было, да, по-русски мы можем. Ага, дальше. Понятно. Ну да, и что же, мама, надо сделать? Вот, сказал, я сказал. Да. Да, значит, испеки хлеб, подаи корову. Вот дальше вернее, так сказать, смысл понятен, а вот буквально, да, куня, теленка привяжи к чему? К бакчае. Да. Это для тех, кто не вырос в деревне, реалии. Я понял, что вот я тоже из них как раз, поэтому в словаре не посмотрел. Да. Обычно бывает так, что колышек ставят, вот и теленку привязывают к этому колышку, он, соответственно, может в определенном диаметре есть траву, потом на следующий день в другую часть перевязывают. То есть постепенно теленок съедает весь огород. Я так и понял. Привяжи в огороде. Привяжи к огороду. Не-не-не, в огороде привяжи. В огороде привяжи теленка. Ну, в принципе, это все понятно, но... Да, просто я вам... Не сельский житель, поэтому как-то я подал, к чему привязать. К забору телят не привязывают, их именно вот к колышку привязывают. Вот было бы бакчаын, тогда бы понятно все, да. Дальше, значит, привези куда, ага. Дальше Арьян Шупы, это взбей эту самую простоквашу или сыворотку, да? Ну, Арьян это уже, по-моему, пахта, или это пахта, ну да, то есть, да, такой перевод есть, но я решил не умничать.
Вот, да, ну да, что-то с пахтай там, или даже есть Ну, то шутаны есть, пахтать, да, по сути-то он, да, смысл-то тут такой, что надо взбить, получить масло. То есть да, собирают наверное, да. сливки в 3-литровой бутыль и Да. бьют. И потом И получается да, авьян дальше, и вей. Мгм. да, покормить цыплят. Ага. И, да, после того, как, да, после этих слов мама оделась и ушла в поле. Шонер. Мгм. Умой. Так, Марк Лыджис. Олёш, Лыджи, пожалуйста. Экекек шуйшко аспаннам. Ирбыме кормаса. Марбор дишен бен куцкоали. Куцканой. Куцканоали. Кимайк малпаса эй улы. Сокуик пупырти. Гур эсти. Нянныркино. Ведра кутаса скал кыскыны потти. Окей. Мгм. Скалдырывуи оло эй. Мурт карыса мара тыпыргене чижашкыны куцкис. Вырыса, эже так кыскыны богатывалны, лыжизук чижиса. Эшма, ведраик, косой щенка кырыж тышкыса, кидёке полбис. Дальше. Кодик предложения, да. Это Бами. Но тем кымысы лёг пуктозали. Мгм. Ага. Ох-ох-ох, говорю сам себе, почесывая затылок. С чего начать? Мгм. Ну, с чего сейчас начну? Мгм. С С чего чего нужно же сейчас начать? С чего же начать? Долго не... Недолго думая. Недолго думая, да. Да, недолго думая, да, вспоминаем, это у нас уже столько раз встречалось, Было, где причастие плюс глагол улыны. Но это не про жить, а про состояние. Ага. Получается, тогда Сразу же можно перейти. сразу же занес в дом дрова, затопил печь, замесил тесто и, хватая ведра, пошел доить корову. Схватив. То есть мы суффикс «са» переводим в том же времени, как и основной глагол. Да, это я слышал. Мгм. Вышел доить корову. Мгм. Ага. Так, вот это вот уже начинается что-то... Да. Интрига пошла, интрига. Нет, Интрига. интрига интересная, да. Так, я вижу корову, вижу, что он вышел, но как-то немножко не дошел. Нет, дошел. Он дошел как раз. Но там вот слово «эй». Дальше там что кажется, что корова, заметив чужого, Ага. только топала. Топая начала пинаться. Так Мгм. получается. Да. Дошел до коровы или нет? Мгм. Чужая, что ли? Мурткарны, муртаны – это глагол чужаться. Да, Мгм. чужим посчитав. Да, чужая, что ли, начала пинаться, переступая с ноги на ногу. Тыпыр можно, наверное, так перевести, потому что это звукоподражательное слово, тып-тып-тып, да, передает звучание ног, Мгм. копыт в данном случае. Тыпыртон. Да, вот удмуртский танец тыпыртон, да, знаете, есть тыпыртон. Мгм. Спасибо за наводку, да, тыпыртон, танец. Стараясь, немного получилось немножко надоить. Да. Так. И вот лежизук чужеса. Типа она дала немножко надоить, пинаясь, так получается. Корова. Не совсем. Я смог, долго пытаясь, я немного смог подоить, и как она пнула,
Да, именно, да. Вот. А вот почему лежис какую конкретно смысловую здесь функцию несет? Да. Мне кажется, не особо какую, потому что есть такие выражения, например, в известной песне «Кырджасала еще мали», «сейчас мы запоем». То есть что-то как бы начало, Да, начало или вот какая-то одномоментность, по-моему, я так и понял. запуск она. какой-то, запуск Да. какого-то действия. Я, да? я перевела это как, значит, долегая проводила меня, легнув, меня проводила. Нет. Тут лежис, да, у него основное значение отпустить, но здесь вообще речи нет о том, что она Одномоментность действия, да, да. Я резко пнула. по Резко контексту легнула. просто так перевел, потому что следующее предложение именно это позволяет сделать. Угу. И, Алёш? Эшма совсем не понимаю, как он перевести на русский. Даже. Эшма это же эхма, просто по-русски. Даже можно. Хотя бы перевести. даже, у него даже нету как такового значения, ну, в смысле, он не имеет здесь значения, смысл не меняет. Если вы его уберете, ничего не поменяется. Так, если я начну с конца, я бы сказал, что Это правильно. что я как косоглазый, Нет, Нет. выкосившись. не герой. Я вот про косоглазие тоже, честно говоря, нет. То есть смысл понятен по последним двум словам, но причем здесь косоглазие я тоже не понял. Мне бы это... Они, видимо, сравнили ведро и косоглазие. Ну вот это да, но это вот удмуртский менталитет мне сложен. Я бы Ну, понял, я если бы это тоже относилось не к человеку, что Там же, человеку... нет, там же написано, что ведро покосилось, то есть оно, наверное... Ведро отлетело далеко. Да, но там написано, что оно покосилось, как косой глаз. То есть вот Да. я представила это себе ведро, которое вот не ровное стало, а вот такое вот... Ну, видимо, да, вот когда смотришь на ведро, оно же круглое, как глаз, и оно как бы форму... Вдавилась. Да, сдавилось, Отлегание. кривилось. Эх, типа, да, или даже ведро далеко в сторону. Как косой глаз искривилось и отлетело в сторону. Да. Мгм. Я себе просто представил, что человек сидит, дует корову, что ему как просто хлопнуло ногой, что вот он... Нет, это все Стал потом. косоглазым потом, Потом да. все было, да. Ну, что после этого она немножко ходит так, искривившись. Ага. Глаза в кучу. Так, и Беркмет есть татын, что? Ну, типа, вот ведь глупо, сейчас у меня на лбу шишка вырастет. Посадит мне шишку на лоб. Пуктыны, да? Лег пукще, но лег пуктыны. Это опять из серии пукщины садиться, пуктыны сажать. Садит. Так, ага. не досмотрел, да. Угу. Вот здесь, да, внимательнее. С этими, видите, на одной страничке у нас 2 раза были вот эти каузативные глаголы. Ага. Одна буковка Т, да, и Да. сразу меняется объект значения. Да, Умой. но тем, вичтем, какая разница? Кыше, но тем, Но тем, вичтем. вичтем. Но тем, у нот это не означает, что он был умным вообще, с мозгом, толковым. Ну, То я есть- понял так, что разница виж это ум, а нот это смекалка, здравый смысл. Что такое? То есть по Чуть поведению пониже. больше, да, Чуть получается? пониже. Да, Ну, то есть да. поведение больше опять. Да, тем. скорее, да, может Словарь быть даже. переводит как несмышленный. Мгм, Бестолковый, вот так вот. мгм. Я в словаре Вичтем удмуртских глупый. Да. синонимов вижу, что слова но тем и вичтем даются как синонимы, да. Ну да. Так, Мгм. по знамку. Ну, но тем, мне кажется, реже употребляется, то есть вот я не употребляю в речи но тем. Мгм. У мой, значит, Марки и Олёша Лиджизы, Ксюша, Боже потизно кунянмес, а на дори лежі. Сойс нож жидгіне нонізно, гідку аж ти биш зеурдса вортилини куцкіз, бо гіне каре.
кошку кусує, капкає з джубі з кельтем. Кунян ульчає потис, скал сошери. Ехворто. Скал кунян шери, мон скал шери. Ожі шок поти тожам, бжилино скален кунян лещ, ок джинышкем кляме бере берецки. Разозлился я и теленка нашего к маме пустил. Он снова немножко пососал и по двору, прижав хвост, начал скакать. Урдыны наоборот в сторону отставить. А где здесь борды-то? Мы сейчас вот быжзе урдыса же переводим, нет? Да. Быжзе Подняв, урдыны да. это подняв, да, как бы в сторону наоборот. Борды здесь нету. Урдыны, Почему в сторону? ну не в сторону, ну Как у кошки, нет? да, подняв вот. Мгм. А, по-моему, урдыны это прислоняться к чему-то. Есть такое, да, значение урдыны, прислоняй к чему-то. Но здесь урдыса поставив, не прижав, а поставив. Мгм. Значит, только бок делает. Что такое Мгм. бок? Например? Ну, ты представь вот теленка, да, если встречалась с теленком, он бегает, он какие-то такие звуки издает. Понятно. Я ни разу не слышала, чтобы он такие звуки издавал. Ну, такой бу, вот это звукоподражатель. Бурчит. Да. М. Когда мама ушла на поле, она приоткрытым оставила ворота. Теленок вышел на улицу, а корова за ним. Ох, скачут ведь, ох, скачут. Мгм. Корова за теленком, я за коровой. Мгм. До того момента, как я закончилось дыхание, как у Мгм. меня закончилось дыхание, я бегал. Ну, корова... нет, сейчас. Глагол. Можно тут с конца начинать, это будет правильно. Да, бегал и повернул вспять после того, как с коровой от теленка 1,5 километра осталось. Да, я вот так перевела. Ну да, Берецкий, то есть вернулся, когда между мной и теленком и коровой где-то было уже полкилометра. Скален Понятно. кунян лещ кляме бере. То есть я отстал от теленка с коровой на Мгм. примерно полкилометра. Мгм. Это Так. понятно, вот как это построена конструкция? То есть клеме – это отглагольное существительное с лично притяжательным суффиксом «е», да, то есть после моего отставания от коровы с теленком, точнее, теленка с коровой, да, потому что суффикс «слэш» – разделительное управление, он к теленку относится, и ок джинышкем примерно полкилометра. То есть я отстал и вернулся, не догнал их. Да, шанер. Мгм. Я сначала подумал, что он, когда он с коровой отстал от теленка на полкилометра, а потом понял, что в удмуртском надо переводить от конца, и, соответственно, сначала идет кунянлещ, то есть, что там сначала теленок, а уже теленок был с коровой. Да. Такое это. Да. Сложная конструкция этого, да. Поезд, кто за кем, где репка, удмуртская репка. Ага, и что? Последнее, да, ведь вот это предложение ты же читала, да, Ксюша? Я вроде бы все, но я могу еще прочитать. Давай, да, вот это предложение, потому что второе... Капкати пересадили ти, чи по осипу там те часали хто? Мабін та осызлино шион щитоно Луиз. Мгм. Через ворота только провел. Прошел, успел пройти. Вуттыны – это успеть. Вуны, да, это тоже парные глаголы, то есть вуны или, ну, они как синонимы даже, можно сказать. Вуттыны – успеть.
Мгм. Пырны-вуи, пырны-вуты. Мгм. А, Значит, через ворота только успел пройти, цыплята навстречу в припрыжку идут. Мгм. А что? А, Этим хоть можно будет, этим хоть возможно будет еду дать. Нет, вот я поняла, почему ты сейчас... ты путаешь две конструкции разные. Щотоно Луис — это пришлось дать, А, а щион, що теме луэ, Луис, я смог дать. Ты путаешь две конструкции. То есть мгм. одна, смотрите, разница в них в чем? В глаголе, который перед Луис стоит, да, то есть щион щотоно Луис пришлось дать, потому что щотоно — это надо дать, да, Луис как бы вынуждена, внешний фактор какой-то, Мгм. а щотоме Луис я смог дать. Это вот конструкция тоже с Людмилой, мы на первом уроке сегодня это разбирали. То есть мы делали в настоящем времени щион. Ну, с остальными мы тоже на третьем уроке делали с вами вот в этом году. Щион щотоме луэ. Я могу дать еду. А Луиза это уже прошедшее время. Мгм. И, соответственно, это что? Это все про щион щотоне богатышко. Покормить, да? Да, то есть я могу дать еду. Мгм. Так здесь все-таки пришлось дать или могу дать? Пришлось, тут щотоно у нас было. Да. Вот я вам просто в комплексе дала, А. что с чем Ксюша Мгм. путает, потому что я так поняла, что она путает, да. Можно я немножко вернусь назад к тому эх ворто ук эх ворто. Там нельзя тогда перевести в смысле, что ну сейчас мне придется побегать, ну что типа я сейчас Нет, нет. Хотя грамматически да, но обычно вортыны про человека это с каким-то транспортным средством. То есть машинаен вортыны, велосипеден вортыны, это южное тоже употребление. Северяне так не разговаривают вортыны. Если только он на них сел, скален. Да, нет, здесь именно про них. Джубис мы с вами перевели, я что-то как-то это пропустила. Да, джубис мы перевели, да. Как перевели? Приоткрыв. Приоткрытое, да. Приоткрыв, да. Джубис. Приоткрыт, да. Мгм. Да, Оставила, приоткрыто оставила. да. Мгм. Так. Я еще хотела спросить про вот эти каузативные глаголы, то есть любой глагол можно поставить, нет? Нет, Букву Т не все глаголы, и это такая исчезающая форма. То есть, наверное, например, глагол, да, вот первое, что приходит в голову. Щотыны, глагол давать. Заставить кого-то дать счеты тыны грамматически верно, но я никогда не слышала, чтобы так употребляли, и сама не скажу. Мгм. Тыны ждать, да? Вититыны грамматически верно, и я могу представить, что я... Мгм. Мы все слышим. Мивань за колычком. Да. Мгм. Так, сейчас Людмила и Маркиш, що знали. И чего ты меня выбросила?
Если бы Милям дырмы быре, милям думтек зуммы. Дырмте зумпонна. Маршечку от Ксюши. если бы ты вот услышала слово «щёты-тыны» или «вити-тыны», ты бы сразу поняла значение этих слов, да? Да, Если ты- да. Мгм. Да. То есть, а в ряде случаев, например, они как бы меняют значение, получается. Например, глагол вожманы сторожить, да, там стеречь. Возможно, что это просто разные корни, но они визуально как будто из одного. Вожматыны показывать. Что Да. еще? Ой. Вот, и, Но соответственно, я возьму, могу воспринимать как смотреть. Смотри. Смотреть, смотреть. приглядывать. Ну да, Приглядывать. приглядывать, да. В этом смысле да. Очень часто у Жанны, у Жатыны вот эта пара очень часто употребляется. Мгм. Это Допустим, со словом «щины». щитыны, ну, можно, да, но сейчас в современном удмуртском языке, особенно северный, у нас отдельный глагол косыны заставлять. Щины, Мгм. косыны. То есть вот такая форма употребляется. Каузативность, она почему-то исчезает. Вот в венгерском языке тоже есть этот глагол, эта форма, она тоже утрачивается. Может быть, из-за того, что в русском языке этого нет, в славянских, там, да, в языках, которые на наши языки оказывают сильное влияние, и под этим действием утрачивается эта форма. Я допускаю такое. Сейчас больше используются уже вспомогательные слова. Да, отдельное слово. Мгм. Ну, это шкалька с русского, получается. Ну, и да, и нет, наверное. Может быть, и в финно-угорских языках, может быть, параллельно две эти вещи развивались. Мгм. Ага, умой. Так, Ксюша, выджис. Людмила, давайте выджи ты. Подождите, у меня что-то еще было, какой-то еще вопрос. М, Ну нет, все. мгм. Так, да. Потом, если что. Киносись подтеса, киньир кисты гине, а на язык окаса бы тенивал. Кышуишко, у кышки, У кошки. у кошки. Киеним шонайсько, со нож пештирскевіне. Та єзлино воже потис, куктис гозиєн юбобарди, думиса кельти. Карка переса, ар'янгіне шуккини куцківа лад'яз, Подвязок. ук думем куреге гіткуась тир черехяни. Душе своєм дир шуеса безєса потиськовало. Пиди аріан шуккон бардики канджа скізно, аріане вишвиле кістискіс. Гід квазіє поти, но адик чіпина велні. Огес кортйос, кортйосулин, Кор. мукетис, корйосулин, мукетис, вижулин. Ношин меучки, но одегес чипы душес гижиын. Хватит? Ну, давайте тинта берпмет из Алычина. Последнее еще прочитайте, и тогда эту страницу. Мабин, елкистискис, скал куняны низ кошкис, ариан палькискис, чипыез душес нуис. Угу. Весьма сокистискис. Не-не-не, все. Все, Да. Угу. это у меня тоже. Так. Вошел в амбар. Нет, Вошел в вот тоже это опять каузативный глагол. Потыны – это выходить, а подтыны – это уже выносить. Как бы что-то заставить выйти, буквально, да, если понимать.
То есть Мгм. двойная Т – это уже выносить. А, подтеса выйти, да. Да. Из амбара, выходя из амбара, Нет. Только, смотрите, и суффикс «са», деепричастие, вы переводите тем временем, которое относится к основному глаголу. То есть Мгм. прошедшее время надо будет. вышел из амбара, Вы только, кеносыш Вынес. подтыса кенир киштикина, только рассыпал зерно, Зерно. вынеся из амбара, ну, кисты. Вот это не знаю, а на язык коса. Это рассыпал, по-моему, кишты. киштыны вообще лить, Кисты засыпал, рассыпал, да, а на язык засыпал. коса. коканы, коканы это вот коканы клювом. Да. И женщина еще мужа тоже кока. Ну или там... Клюет, Да, клюет. клюет. Плешь проела, да. Вот это. Ага. Кстати, про драку что- тоже сое коказы, у меня вот папа так говорит, типа его побили, видимо, очень точечно. То есть Коказа то, что мать насыпала, они уже закончили. Нет, тут матери нету. А на язык коса. Это... Это курица, наверное. Да, Да. Это мать цыплят. да. Это не мать мальчика, это мать цыплят. Это... Да. То есть она почти... Вот представьте, да, картину, эти голодные цыплята и голодная курица. Вы только из амбара вынесли зерно, только его насыпали в расчете, что сейчас цыплята клевать начнут. Но мать чуть ли уже, вот вы только насыпали, она уже чуть ли не все закончила, не все склевала сразу же. Все на голоднее цыплят. Да, кокаса быттыны закончить клюя. Кыш, говорю, не уходит. Так, да что такое? Ой, Шонаны. Киены в Пока руки, да. свои руки. Рукой машу. Рукой машу. Сонож пиштырские кины. Что-то я тут не переводила, что ли. Это она что-то нахохлилась, по-моему, что-то Да, так. пештыр, ершес пештыр, пештыр это ежиком волосы, вот про человека тоже так сказать. Пештыр скины это и кошка, и курица делают, то есть на Да, дыбом волосы там. Дыбом, Да. Угу. Ой, она нахохлилась. Угу. Так, на них рассердился, и на них рассердился. На нее, на курицу, если даже. На нее рассердился веревкой. Столбу. Нет, вроде как нет, оставил. Столбу, юбо борды. К столбу оставил. Да, столба. привязал. Привязал, оставил у столба. Да, за ногу. Кук – это нога, да, длинная часть. Куктис, то есть за ногу веревкой к столбу, привязав, оставил. Ой, вошел в дом, только начал оревать. Слышу в курятнике сильно шумят, что ли, тыр-черекяны. Гиткуаш-тыр. Гиткуаш – это даже не просто курятник, это вот как бы та На дворе. зона. Ну, конюшня. Нет, это там, где хозяйственные постройки, там, где несколько хлевов. Они же разные, там теплый, холодный, там для крупной скотины, для мелкой. То есть как бы вот на все подворье, давайте вот так скажем. На Да, на подворье. дворе есть, Да. в словаре есть На слово все гиткуаш. подворье шум стоит. Да, Черекяне куряге, черекяны – это кричать. Это и про человека скажут. Черекяны – кричать. То есть начала же привязанная моя курица кричать на весь двор. Да курица кричит.
Да, и причем моя курица. Ну, то есть именно вот он понял, что это та, которая была привязана к столбу Ну, позорному. куригета, да, позорному столбу. Мгм. Мгм. Так, душе своем. Ястреб. Ястреб. Мгм. Мгм. Там. Ястреб, вероятно, здесь летает, что ли, появился. Тут смотрите как, вот есть про меня часть, да, а Шуса, говоря со словами, то есть Быжиса потышковал, то есть я побежал, собрался бегом выбегать со словами, что, наверное, ястреб прилетел. Мгм. Понятно, как это построена конструкция, да, предложения? Очень сложно, понятно. Ну, так разговаривают, да. Шуса тут именно говоря со словами Марта, Шуса, там, да, вот. И, то есть, он только собрался выбегать, что случилось? Ногой задел за вот то, что в чем Ариан сбивают, Мгм. и Ариан на пол пролился. Да. Мгм. То есть, смотрите, у нас был глагол киштыны. Сейчас я вам... Киштыны был глагол, там, где кенир киштыныны. Рассыпать, да, ну, буквально А здесь вылить. пролился. Вылить зерно. А тут арьян киштишкыны, да, ну вот так напишу, чтобы вы инфинитив видели. Арьян пролился. То есть здесь переходный и непереходный глагол. То есть киштыны и киштишкыны, вот этот суффикс шк, да, это про возвратность. То есть действие направлено на самого себя, что Арьян пролился, а не его пролили. Угу. Так, пошел на двор, вышел, Да. и один ни одного цыпленка нет. Один корьёсулынта, это код Слово почти- «корка» у нас образовано от этого слова. под бревнами, второй под полом, Угу. потом глаза поднял, но и один цыпленок в когтях у ястреба. Шанер посмотрел на небо, в небо, один цыпленок в когтях ястреба. Угу. Вспомните, как было усердно работать. Гыжищ-пиныщ. Гижищ-пинищ, да, то есть когтями, зубами. Удмурты работают когтями, зубами. Гижищ-пинищ ужаны. Ага. Так, и последнее, берпуметы предложения И статы. вот что, молоко пролил, Лось. корова с теленком ушли, Арьян, так, палькискис, Арьян Палькишки пролился. сам звук уже передает. Расплескал. Ага. Пальчик. Расплескал, да. Арьян расплескался, да, пахта. Цыпленка ястреб унес. Да. Всё. Тут все Всё. само произошло, тут нет моего участия. Молоко Отлично. вылилось, корова с теленком ушла, Мгм. Арьян расплескался, ястреб унес цыпленка. То есть я тут вообще как бы ни при чем. Мгм. У меня Мгм. вопрос есть еще. Да, давай. Юане Ваньшу. Йоанне Ваньманам. Давай, Гид Вера. Куажина, гид Асбарс синоним есть? Одно Ну и то да, же самое. можно ожешуно, да. Есть просто гид, Сохлев, гид Куаш, гид Асбар. Это все территория, где вот эти постройки, гид. Мгм. То есть нельзя заменять друг друга, ну, этими словами. Можно. У Ну, просто я нас знаю, вообще что гидаж говорят. То есть как бы территория, примыкающая к хлеву. Гидасбар. Это то есть, просто получается, просто разные где диалекты. как говорят. Да. Мгм. Угу. Суть Так. от этого не меняется. А вот это
Гиткуащ и Асбар это одно и то же или это разные Да, вещи? да, как одно. Это одно и Почему то же. там кващ? Может быть, это никак с природой, с погодой не связано, это скорее может быть к духу кважу, да, у нас 3 главных божества, там Инмар, Калдышин и Кващ. Может быть, как-то это было изначально связано, я не могу сказать. А ты немножко Ешуа. Милям гидаш, гидас баршо, гидкващ, Ну, Асбарсо гидкващ вроде бигер укшо. кыл мапачка, оживок. Ну, ожидыр, но удмут кылын коняес бигер кыл тросес. Асестемын уже аслам кать потень. Так, Алексей Огурцов, пожалуйста, выйдите. Эшма, сокиштичке марянмен, чушяло, Но, алишуса. кено, чушило. Аккуратно, эндерты. Чушило, алишуса, курка парина, скамья пуме, султаса джие. Дюстерилы сужащт. Эндерты. Сущтич коньям, скамья кечерскис. А, еще дальше есть. Окпал помещтыс, нень шумес, выш вылатач, камачки с гурме, учкина, гуре, пенджем. Выраньям, мимино, лудвилыч вуесо, нуна жияны бертамине, корка поризна, чил как чапкишкис. Эх, ваши шуе, мабен тонтажи парадали, парад ай. Шушко, макепарай, ваньмы с выжвылым. Ой, да бергтом. Эшма это, наверное, даже не переводится. Это просто настроение передает. Хотя бы. Ну да, можно не перевести тут, потому что хотя бы дальше есть еще. Да, можно без него обойтись прекрасно. Это разлившийся Арьян хотя бы Вытереть. Высушу. Протру. Вытереть, да. Да, вытру. А что за форма чушило? Это я протру, да? Смотрите, тут опять вот это шуса со словами, говоря, я зашел домой, мол, со словами, хоть вот разлитый Арьян вытру хотя бы. Но чушало это вытру. Чушило, да, это будущая форма, будущее время. Ну, обычно шуса это косвенная речь обычно означает же еще. Например, я решив, что вытру Арьян, то есть это, наверное, на русский перевод это как слово «что» переводится чаще всего. Ну, здесь сложно перевести, чтобы... Я зашел домой, чтобы хотя бы протереть. Ну, тут я решив, что разлившийся Арьян свой протру хотя бы. Ну, тут нету слова «решив». Ну, это я как бы... Сам добавил. Я писатель, я так вижу. Ага. Да, тут говоря проще перевести буквально, говоря. Да, это и понятнее грамматически, и для восприятия проще. Говоря со словами. Ага. Дальше. Зашел домой и, став на скамью. На какую часть скамьи? Наконец. На конец скамьи. Угу. И вот это как раз сущтишконям, да, форма, которая не употребляется в Кизнецком районе без Меншуре. Ущербные мы. Это не я сказала. Заметьте так. Ну, это тянуться. Да, в процессе, да, как бы тянувшись, как бы в ходе подтягивания, куда, зачем, тряпкам. Ну, джажи это, наверное, городские не поймут, это как вот брус в доме. Ну, это полка, все, это городские полка. поймут. Ну, не всегда же это. Нормально все. Не знаю, у нас Нет, ну, есть же это в домах деревенских, обычно даже старинных, вот какой-то там возле печки место, где сушатся вещи. Не знаю таких мест. Наверное, вот это имеется в виду. Может быть, полать
Сендра. Ну да, полка, Нет, палать, не да. палать. Там Нет, это не палать, да. Джажи это полка, просто полка. Полка. Обычно. Ну, то есть он встал встав Мгм. на край скамьи, Да, потянулся за тряпкой на полку. да. Ожи. И Марлуис. И что Скамья случилось? наклонилась, Угу, накренилась. угу. Вот нянь шумес. Закваска, квашня. Да. Мгм. С другого края закваска на пол. Тач упала. Угу. Опрокинулась. Мгм. Кымашканы. Опрокинуться. У кымашканы есть еще, кстати, значение переносное. Если ребенок обижается, мартон кымашки, типа, что ты обиделся, что ты, ну, как бы твое настроение перевернулось. Кымашкана перевернуться. Да, то есть не только основное такое, но есть еще переносное. Мгм. Ага. И ожи. На печку посмотрела, печка там уже одна зола. Ну, даже не зола. То есть Выгорела. она Выгорела. Да. Пень остыла уже это даже. что? Пень это зола. Да, пень-джем, то есть осталась одна зола. Ваньмус джуаса брем. Гуре джуаса бремни. Угу. Умой. Пока Подождите, пожалуйста, подождите. Я вообще потеряла нить вот со слова эшма до со слова пенджем. О, здесь драматические события развивались, да. Я сама перевела, но такой... Можно вот литературно услышать вот правильный... Мгм. Я зашел домой со словами, что хотя бы вылившийся Арьян пахту протру, встал на край скамьи, и пока тянулся за тряпкой к полке, скамья опрокинулась, набекренилась, не знаю, да, как правильно сказать, Ну и да. квашня с другого конца или с одного конца скамьи упала на пол и опрокинулась. Посмотрел свою печку, а она уже догорела. Так вот. Утратил контроль за ситуацией. То есть это не его воображение, да? Нет, нет, Это нет. реальность. Грустная реальность. Я решила, что вот эта вот форма кено алишуса, я думала, что это он вот продумывает, ага, сейчас, если я еще и на скамью встану, за тряпкой Нет. потянусь, там все это упадет. Но ты Лучше права в том гадать. смысле, что он заходил домой и думал, что он сделает, да, кино чушилошуса, хотя бы протру. Но потом все мысли превратились в грустную реальность. Вот. Как вы видите, где вот, каким словом вы увидели, что это реальность уже? А тут не это просто Тут слишком иначе. длинное предложение, поэтому оно так это Вы же тоже запутывает. поняли, что сначала он только воображение это держит? Нет, ничего подобного. Тут он в воображении только сказал то, что он протрукая тряпкой. Поняла. Единственное воображение. Дальше у него воображение не шло. Ксюша, грамматически как это ты видишь? То есть он зашел домой, это прошедшее время, кетчерскис, прошедшее время, а чушило протру, это будущее время, его еще не случилось, поэтому оно воображаемое, а все остальное это прошедшая форма, значит, это уже Всё. свершилось, если Да. грамматически смотреть. Мгм. Вот А все, с что кистем- до шуса, это его воображение. Ага. Протру-ка я, вот так вот, да, ведь это? Протру-ка я. Ну, он подумал, да, про будущее, что хотя бы протру. Ага. Мгм. Людмила Маркева. еще кистискем арианме. Можно вот это как-то дословно получается мною пролитый ариан? Нет, здесь меня Нет? вообще нет. Киштишкем Арьян – это Ну, от первого лица. пролившийся Арьян. Пролившийся. Нету меня. Тут ишк. Это киштишкем, это причастие. Арианме, так думаю, это В самое. смысле мой Арьян, я поняла. Да. Да, мой пролившийся Арьян хотя бы протру. Угу, да, в этом смысле я присутствую, потому что это мой Арьян. Но то, что я пролил, там этого нету. Это он сам виноват. Мгм.
Так, Олёш, давай, Да. Берег, ты дальше. Видишь, Ну, опять тут, наверное, Алексей почти. переводится как «пока я там это все...» То есть вороньям это Пока я пока это этим все происходило, занимался, пока да, это все пока я... Да. происходило. Мгм. Суд до дела как-то так вот. Да. Междометие какое-то. И мама с луга вернулась. Мгм. Зачем она вернулась? Малуса Бертен. Она пообедать вернулась Ага. уже. Домой зашла и руками чапкишки с это, как не взмахнула, как это называть по-русски? Развела там вот как-то так. Ну, вот, да. Хлопнула рукой. Тяпкны — это вообще хлопнуть, да, то есть только руками, Плеснула руками. Всплеснула руками, да. да. Плеснула Есть такое, руками. руками всплеснула, да. По-русски всплеснула, удмурты вот так, вот так делают, видимо. Поэтому Ну, суть чапкишкины. одна и та, Да. такая. Мгм, да. мгм. Так, и Марвы, Эх, Козюла. Вася говорит, что ж ты... Тут не прямое Натворил. значение. Да, параны, видите, это готовить и натворить еще. Да, что ты тут натворил? Я говорю, Текст нужен. Текст параны А тут тут- именно творить или натворить получается. Натворить. Что ты натворил? Мгм. А Что тут, кстати, натворил, может все быть, на полу. на полу, да, что натворил, все на полу. Я да. поняла. Во втором случае, да, можно и так. Что наготовил, то все на полу. Можно и так, и так. Да, вот как-то тут Я такой имел, двойной да, вот я имел в смысл. виду, что в первом случае мама имел в виду, что ты натворил, а Да. он как бы А во втором уже готовил игра как еду. слов, может быть. Мгм. Да, это, наверное, как это называется? Амонимы? Способ юмора. Как это? А, Способ придания юмора. может быть. Мгм. Так, і Берпумет і Люкет. Ну, давайте Марк, раз тебе Рамыса выйдал, А я, да, как раз последний ты и не перевел, но сейчас ну давайте Нет, найдем кого, кто переведет. Нет, давайте, я Ну, прочитаю. хорошо, да. давайте. Да, переведем, я думаю, что можно. Мими бенсо кем эскено тышкашки эшьосы ним низы. Соос моне алино аджоке ищашкины І куцкони. Сашкини, Ищашкины куцкони. Пань-пань, котем-нянь, пань-пань, котем-нянь. Котем, там, где О, Котем, там да. О. Котем, да. Тині сиче учир Луїз, монен, пічіщен і кужани, дишецким теєним. Вот, это тоже в Кизневском районе, наверное, не употребляется. Так, мон, кать, щеремсе, медам, щеремесе, медам, щурес, шуса. Дишецкем нам янгшевлин, а то тіно ештелиннім шеттоди. Шеттоди. Тилі дізно тодмости шози. Пань-пань, котем-нянь, пань-пань, котем-нянь. Угу. Ну, значит, да. Ну, мама меня все-таки не побила, так я понимаю, да? Тышкашкины скорее, ну, да, Ну тут да, кто-то не переводит, не наказала. не ругалась. Не Не так наказала. много наказал, не так много наругала. Сокем. Немного, не сильно ругала. Да. Тышканы, конечно, у разных диалектов, вот в моем диалекте это именно физическое наказание. Ну, да, и в словаре также. Ну, тут ругать. Есть, ну вот видите, вот есть южане, которые это более в мягкое значение употребляют. Можно Я думаю, прийти к как раз... компромиссу, Нет, не наказала. это разные слова, это разные. Тышкашканы — это ругаться, а тышканы — это ругать. Угу. Да, Мгм. правильно Леша говорит. Угу. Да, а значит, товарищи придумали это самое, да, придумали название. Имя, Вот, да. Да, имя придумали, да. И когда они меня только видят, начинают дразнить. Да? Угу. А вот, кстати, название Да, дразниться начинают. дразниться начинают. А имя придумали, это что значит? Это вот для меня имя придумали? Нимпонызы – это положить имя, назвать. Назвали, да. Ниманы. Кого назвали-то?
Ну, тут Его, кличка имеется в виду. его кличку дали ему. Да, да, вот это пань-пань, котем-нянь. Да, Кстати что говоря, название я так и не понял, честно скажу. пань-пань – это отсылка к сплющенности какой-то, пань-пань. Ну вот Это что-то типа тяп-ляп, будет хлеб, да? ну, скорее расплющенный. Вот у меня дома мы пань-пань называем таких с круглым лицом полненьких людей. Пань-пань. Словарь переводит пань-пань как пышно. Вот. Да, я это перевел и не понял. Вот, на самом- Пышное, А, на самом- квашеное тесто, ну когда тесто вот оно такое прям Пышное. вздулось. Да. А котем-нянь – это замешанное тесто, замешанный хлеб. Котыны – это замачивать, замесить. Ну, это, да, все это я нашел, но я думаю, что Оля здесь права в каком плане. Это все-таки, наверное, пань-пань, это тяп-ляп. Вот что-то такое, как это, да, лепешка на лепешка, да, это смысл такой какой-то. Просто есть вот слова пань-гатыны, сплющить. То есть в моем представлении тут отсылка все-таки не к пышный, потому что про хлеб пышный говорят буй-буй или бык-бык, да, и вот быги деревни используют вот этот термин бык-быгы, бык-бык, да, у них фестивали финно-угорской кухни бык-бык. И то есть если пышный, то это вот эти слова, а если не удается хлеб, и он такой как будто сырой, не пропекшийся, это талькес. Мгм. Словарь. Я в словаре видел прямо целое это предложение. Там, что это как бы тесто, которое склонно как бы к тому, чтобы растекаться. Я так понимаю, что это что-то просто, что не держит форму. Соответственно, так воспринимаю. Это хороший вариант, да, как раз, что вот и то, что я говорю, мы про людей так говорим, если это такой расплывчатый, такой полный человек с большим лицом, крупный. Угу. Так. Пань-пань, котем-нянь. Маро Мгм. Дальше. Так как Да. мы все-таки перевели это? Но это не переводится уже. Не Ну да, переводится, это игра Нет, слов, пань-пань. типа пань-пань, замешанное тесто. Нельзя перевести. Ну, не знаю, наверное, все-таки, если бы это кто-то я спрошу у наших профессионалов-переводчиков, Софьи Князевой. Хорошо, кстати. там, по-моему, есть в конце книги, я посмотрю в конце книги. Русский перевод есть, но Русский. должен, как это, заголовок, он же должен переводиться. Да-да-да, там в книге было. Ну, там... Я думаю, что раз это дразнилка, то это что-то такое тяп-ляп, вот и хлеб. Что-то как-то так вот, наверное. Хорошо, Мне может. кажется, да. Мгм. Да, ну дальше, значит, что-то с того, тогда как это случилось, это же Такой случай. случай Когда произошел. такой случай со мной произошел, да, что-то, значит, с малолетства, с малолетства учился работать. Да? Вспоминайте, деепричастие с суффиксом «мте». Мте, да, мте это, да, По причине. вернее, я понял, да, по причине того, что вернее, в малолетстве не научился работать. Шонер. Угу, ожи. Мгм. А там Да, по причине, что не научился работать. Вот это вот одно слово, Мгм. которое, да. Да, Сейчас я Ксюша. запишу. мы везде тут слово «дышины» переводим как «научился», но это же не приучился, а это же привык. Там мама Дыши- тоже И так, и вначале так. говорит. Дышины привыкнуть, жатек- а дышецкины – это учиться. А тут у нас дышецкины. Но в самом начале там мама тоже ему говорит «ужатеку дыша», типа «не Кудыш. привыкай безработице». Не привыкнешь без работы, ну, не работая. Не привыкнешь работать, не работая. Тут смысл такой. И то, что мне хотелось это развивать. такой смысл? Понятно. Какой? Нет, она же говорит в повелительном наклонении.
Она говорит, ты не привыкай к безработице. Безработица. Не так? Без работы не научишься? Ну, Я все-таки дышины воспринимаю как все-таки, когда человек учится сам, а дышины это когда уже его обучают. Это немножко альтернативно это, удмуртский, да? ну, как бы основное значение у дышины привыкать, конечно, да, но есть смысл в том, что ты говоришь, Леша, потому что, да, дышины как бы как ты сам обучаешься, да, автоматически в каком-то смысле, а дышецканы как некий процесс, что ли. Он тоно так и тоже было, что он там ты песню украинский дышем. Угу. Ну, Еще, привык Оля, освоить, ага. еще одна дразнилка. Виталик Ваталиси, Суяпуром на зели. Тау. Щем ющем, гурвылыщем, онущем. О, тоже, Али, Тау. Нам Вань Бдес книга. У меня есть целая книга с этими, с дразнилками Дразнилками. удмуртскими, да. Кинулы Ну кулы, что? обращайтесь. Кому надо, обращайтесь. Да, Гуштовал. давайте их изучим. Так, ага, да, то есть Гоштывал. Гоштано, Гоштывал эти дразнилки. Ярам, дразнилки, хорошо. Савань, по-моему, электронный вариант, эзнакеляву. Так, Вот следующее предложение, я, честно говоря, вот тоже у меня слова есть, вот это вот, я не понял, вот это монкать, черем семедам сюре шуйца. Черем это смех вообще. щеремеце, ну, вот здесь можно было бы, знаете, как щереме, так тоже говорят. Щеремес – это более лайтовая версия от щерем, смешное. Можешь, Ксюша, тонко же берегти датае? Ты перевела как-нибудь? Чтобы, как я, не оказаться в смешном положении, учитесь на моей ошибке. Да. А почему, а щуре, что значит щуре? Чурны, шадины, попадать. Попасть. Ага. Да. Угу. Я все-таки вот не очень поняла дышины. Еще раз, ужатеку дыша, это как переводится? Не Почему? работая, не освоишь, не работая, не привыкнешь, не работая, не научишься. Ну, удыши, что именно-то? Не работая, Ну, не смотри, научишься. вот Вася, мама говорит, поработай по дому. Вася хочет сказать, я не хочу, ну, я не буду, я не хочу, да, я не смогу. И мама на это говорит, ну, как ты сможешь, если ты даже не учишься этому, ты не делаешь, ты не привыкаешь к этой работе, ты не осваиваешь эту работу. То есть, что приучиться к чему-то можно только в процессе, сделав это самостоятельно. Смысл такой. Ну да, то есть учитесь на моих ошибках, а то и вам прилепится известное прозвище, да, пань-пань, А то и себе имя найдете. Найдете, да, что, да, а то и себе имя найдете, известное уже, теледизну тот мост, так я понимаю. И вас знакомые будут говорить так-то. Да, понятно. Угу. Слушайте, ну мы текст до конца посмотрели, у нас меньше минуты осталось. В принципе, наверное, нет смысла еще раз созваниваться. Я вам текст тогда подберу, вышлю презентацию, и мы через неделю встретимся. Да, но все-таки заголовок пришлите, как перевели на русский. Хорошо, Ярам, Верасим. Интересно. Ага. Юан Йостываньке Гоштова, и с меня, значит, заголовок, и еще и Сашкон Йост, да? Да. Угу, найду эту книгу. Ярам, таубаджим у мой шутецки арняуса помишком. Дече. Таубаджим ты, Анатолий. Таубаджим, да, чечле.